Стратегия развития медицины района, разработанная специалистами Нерюнгринской центральной больницы по поручению главы республики, предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию 12 объектов в течение 5 лет. В эти планы входит и открытие врачебной амбулатории в поселке Хани. Подробнее Александра Цыбикова. Впервые в истории поселка Хани появится первая врачебная амбулатория. Раньше там была ведомственная амбулатория РЖД, которая не отвечала требованиям санитарных норм и правил. Правительством была поставлена задача организовать в поселке современную и соответствующую всем требованиям врачебную амбулаторию. После согласования РЖД осуществила передачу здания в собственность республики. На сегодняшний день глава поселка Хани осуществляет процедуру его регистрации. В этом плане работа. На сегодняшний день в амбулаторию уже завезены материалы. Сейчас в этом месяце приступают рабочие к ремонту. То есть они уже готовят помещение для предоставления его Роспотребнадзору, чтобы получить на это помещение лицензии. До этого ханинцам приходилось обращаться за медицинской помощью в ближайший поселок Новая Чара Забайкальского края, располагающийся аж в 150 километрах. Но ждать осталось недолго. На данном этапе идет завершение капитального ремонта в одноэтажном каменном здании площадью более 700 квадратных метров. Для максимальной доступности оказания медицинской помощи населению поселка Хани открыть при амбулатории дневной стационар. Всего в день мы сможем пролечивать 9 пациентов, как взрослых, так и детей. А в четвертом квартале 2019 года и на первый квартал 2020 года Министерством здравоохранения предусмотрено финансирование на закупку 7 единиц медицинской техники. В штатный состав врачебной амбулатории будет входить 5 единиц персонала. Что касается узких специалистов, то в Нерюнгринской ЦРБ есть мобильная бригада, которая регулярно по графику выезжает в отдаленные населенные пункты, в том числе и в поселок Хани. Ориентировочное открытие врачебной амбулатории состоится в марте месяце. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри.